Святыни земли Коми. Книгу с таким названием презентовали в Национальной библиотеке республики. На сегодня это первое в истории региона издание, где представлены обобщенные сведения об истории и современности Сыктывкарской и Воркутинской епархии, Московского патриархата, Русской православной церкви, исторических памятниках, в том числе утраченных, и современных зданиях, представляющих храмовую архитектуру республики. Значительную часть книги, альбома посвящена Свято-Казанскому храму. Действительно, ведь это единственный храм, который открылся в 1944 году, и 13 лет до 1957 года. Этот храм был единственный, который действовал, который согревал, который принял репрессированных, ссыльных, которые жаждали вот этого тепла, веры. У каждой святыни на страницах издания своя судьба. Многие иконы и предметы церковной утвари были спасены во времена гонений на православную церковь верующими, которые рисковали благополучием и даже жизнью, а также музейными работниками, находившими в годы богоборчества веские доводы, чтобы защищать сокровища культуры от уничтожения. Эта книга поможет сохранить, популяризировать и передать следующим поколениям историческую, культурную, краеведческую информацию о наших духовных сокровищницах, храмах, монастырях, часовнях, святых источниках, иконах, рукописных и старопечатных книгах. Работа над книгой объединила большое количество неравнодушных людей по всей республике и даже за ее пределами. Материалы предоставлены епархиями, Институтом языка, литературы и истории Коми научного центра, Национальным архивом республики, музеями, галереями и другими организациями. Примечательно, что презентация состоялась в День Благовещения Пресвятой Богородицы, один из главных праздников православных христиан.